Друзья, вас приветствую в весенней Ленинградской области. Сегодня у нас 3 мая. Еду по берегу Финского залива. На самом деле уже так в суете, в суматохе, потому что выезжать я хочу 6 края 7 мая на машине до Якутии в экспедицию. Но сегодня у меня для вас хорошие новости. Я, наверное, не буду снимать как ролика, потому что у меня уже времени на это нету, ну как сюжет. Мне нужен материал для будущего кино. Вот сейчас я еду его снимать, еду к человеку, к путешественнику. Анатолий Кулик с Якутии мне позвонили, попросили к нему съездить на производство, так как он находится в Питере. И вот каково было мое удивление, когда я связался и понял, что он находится всего лишь в 35 минутах езды от Соснового Бора, там километров 40. Всего лишь, да, то есть в такой большой Ленинградской области он оказался здесь, поселок Большая Ижора. Сейчас я уже подъезжаю, через 5 минут будем на месте. И вас с ним познакомлю. Очень интересный человек, который прошел как минимум одно кругосветное путешествие на своем изделии, которое он производит. Сейчас доедем, увидите все сами. Похоже, что здесь. Сейчас, пока Анатолий Павлович работу доделает, разрешил мне погулять по его участку и, соответственно, посмотреть на творение его рук. Что-нибудь вам напоминает, друзья? Как вы думаете, почему я здесь? А потому что нас ожидает второй этап экспедиции. Я надеюсь, финальный, завершающий. В этом году у меня получается в нее пойти. Сейчас ребята в Якутске уже собираются. Находки Николай Александрович уже там все готовит. И вот мы связались, говорит, как раз мы готовим второй катамаран. Это вот его детище, эти катамараны. И катамаран-кочевник, на котором мы ходили в первый этап экспедиции, Нюргуна катамаран, тоже производство Анатолия Павловича. Еще лет 5 назад он его сделал, Нюргуну. Именно поэтому мы захотели такой же второй. Вот, собственно, сейчас он находится в стадии производства. И мне удалось, получается, пока я здесь в Питере, приехать поснимать. Ну, хочу небольшое интервью снять для фильма будущего, чтобы потом вставить это все в фильм. А это вот он делает такие катамараны парусные. Ходит на них в кругосветные путешествия. Это морской катамаран. Тримаран даже, по-моему, нет. А нет, это катамаран. Но у него есть и тримараны, по-моему. Да, класс. Здесь может до 4 человек отдыхать внутри. Вещи тоже можно так вот по бокам сгружать. Компактный, но вот, как я понял, что человек 5 может спокойно на нем путешествовать. Но у нас, мне кажется, будет немножко другой. Вот сейчас я как раз и хочу поспрашивать. Я пока еще не в курсе подробностей всех, потому что в экспедицию я, можно сказать, я думал, что у меня будет своя экспедиция. Вот проект «Планета дружбы народов» я планировал запустить с Якутска и оттуда его вот в течение лета реализовывать. Но так как сейчас немножко ситуация изменилась и у меня на личном, и в мире, то пока в этом году я сделаю первый этап, это автопробег дружбы народов, и в будущем году уже второй этап будет, ну, то есть уже дальше буду все это продолжать. Поэтому у меня появилась возможность присоединиться к ребятам этим летом, и в июле мы стартуем и едем на остров Бенето. Снова побываем в Арктике, море Лаптевых, Северный Ледовитый океан. Так что нас ждет очередное крутое путешествие этим летом. После этого моего крутого путешествия, которое начнется вот-вот уже через несколько дней. Я Анатолий Кулик. Компания специализируется на производстве разборных надувных парусных катамаранов. В Санкт-Петербурге мы сейчас берем направление на тримараны, во-вторых, на эксклюзив. В Новосибирске мы делаем акцент на серийном производстве уже отработанных моделей. Но кроме парусных катамаранов, мы также производим катамараны для сплава по горным рекам. И сейчас пошел тренд катамаранов моторных.
Вот, и в том числе и для морских длительных экспедиций. В 2020 году на катамаране, который построила наша компания, была совершена экспедиция на остров Бенета. Это очень заполярная северная такая территория, куда, как говорится, Макар телят не гонял. Там только мамонты, остатки от них поставались. Вот. И, в общем-то, катамаран показал себя весьма мореходным судном, весьма надежным. Но, тем не менее, значит, участники экспедиции отметили, как бы, кроме положительных качеств его, что бы надо сделать, чтобы он был еще лучше. В этом году мы изготавливаем новое судно, которое будет также задействовано опять на этот же остров Бенета. На нем повезут груз порядка 6-7 тонн. Вот. В общем-то, это весьма мощная северная экспедиция. В былые времена такие объемы возили, ну вот, вообще-то говоря, экспедиции, которые ходили на кораблях, вот царские еще экспедиции. А сегодня это вот разборное судно. Преимущество разборного судна, конечно, в том, что его можно доставить вертолетом, там, самолетом, куда угодно. Вот, и пример тому моих кругосветной экспедиции. А это судно еще, кроме, вот как жесткокорпусное, оно может подойти практически к любому необорудованному берегу. Вот. И у него осадка буквально несколько сантиметров, ну, в пределах 20 сантиметров, даже с такой загрузкой. Ну, соответственно, это дает колоссальные преимущества для экспедиции, и поэтому вот на них и остановились, не используя. Ну, уж не говори о цене вопроса. Просто это в разы более не дешевое, как бы сказать, а менее затратное. Это в разы менее затратное судно для перевозки такого количества груза, людей и прочего. Сказать, что это опасно или не опасно, ну, я совершил сам кругосветное плавание на надувном разборном катамаране. И с моей точки зрения, море, оно всегда было опасным и остается опасным. Вот, поэтому, но сказать, что прямо для надувного судна это очень опасно, вот для жесткокорпусного какого-то там теплоходика небольшого, значит, это будет не опасно. Думаю, что наоборот. Вот как раз для нашего судна, и если взять судно аналогичных размеров, жесткокорпусное, вот его поломать где-нибудь, разбиться, утопить на волнах и прочее, я считаю, что морю будет проще, чем наше. Наше просто подымется, там как-то там оно колыхнется на волнах и останется живо-здорово. Ну, тому есть масса примеров. Ну, и, собственно, то, что я жив-здоров, совершил 30 тысяч миль вокруг света на надувном катамаране, как бы тоже о том говорит. Непосредственно тот плот, который мы делаем для этой экспедиции на остров Бенета, он будет стоять не из 2 поплавков, как катамаран, а будет стоять из 3 поплавков. Длина каждого поплавка 13 метров, значит, диаметр поплавков 1 метр. То есть, вот чтобы 7 тонн эти провести груза, которые предполагается. Но здесь еще очень интересный момент. Значит, мы делали очень мощные крепления, которые соединяют поперечные балки вот с продольными элементами, которые связаны с надувными плавками. Тем не менее, эта сталь там 3-4 миллиметровая, даже где-то 5 миллиметровая рвалась, болты тоже рвались. Значит, когда их связывали веревками, это все благополучно доходило. Поэтому в этом году я настоятельно, так сказать, настоял на конструкции, которая будет, вот так как у Тура Хирдала, она была тоже связана на веревках. Любые какие-то там сильные волны, перекосы, веревка растягивается, стягивается, она остается живой, и судно не рвется, не ломается. Это намного более безопасно, чем какие-то жесткие элементы, которые мы делали, там болтовые, мощные, но все равно это со временем, с учетом большого количества циклов, которые находится каждая волна, и все это начинает постепенно может порваться. То есть это уже связано с безопасностью. Поэтому тот опыт, который мы имеем по сплаву по горным рекам, я лично мастер спорта в этом деле, вот, там вяжут только веревками и только резиной, потому что вот эти жесткие элементы должны работать. Поэтому в данном случае мы тоже эту конструкцию вот адаптируем под такой же вариант. И считаем, что это будет супер надежно, вот, и выдержит это путешествие, в общем-то, благополучно. Ну, в общем, сомнений просто никаких нет. Конечно же,
эта экспедиция в такие высокие широты на таком катамаране, это впервые. Вот. На наших катамаранах люди ходили на Аляску, но это все-таки не полярный круг и не заполярный круг. Это не среди льдин и не при такой температуре вот акватории и все такое. Вот. Поэтому я оцениваю саму экспедицию как весьма насыщенную в спортивном просто плане, как спортивную экспедицию. Вот. Она непростая будет. Но опыт первой экспедиции показал, что это все возможно, и люди умеют жить на море, на плоту. Вот. И наш опыт им пригодился. И они собственный опыт, значит, набрали. Как это можно вот жить на плоту посреди моря. Значит, поэтому то, что дойдут, у меня никаких сомнений нет. Вот. И, конечно же, я буду переживать все равно, и, конечно же, буду следить. И, конечно же, буду, как говорится, пальчики вот так держать. Поэтому желаю этой экспедиции, конечно же, успеха. Наше производство включает 4 участка. Сначала мы краим ткани, шьем их, склеиваем. И отдельный участок у нас слесарно-сборочный, где мы собираем наши каркасы, наших катамаранов. Основа нашего производства – это, собственно, надувные конструкции. Клеим либо мы поплавки, то есть гондолы вот для наших катамаранов, либо клеим лодки, рафты. Это клеечное производство. Люди ходят по горным рекам, по морям, по океанам, по сути дела, на пузыре воздуха. Этот пузырь должен быть очень надежный. Я сам путешественник-экстремал, и это очень хорошо понимаю. Перед нами стоит катамаран, длина его 6,5 метров. Это вот самый такой типичный катамаран для семейного крейсерского плавания. Он 170 килограмм всего весит, этот катамаран. Значит, вот на борту палатка, вооружение 13 квадратных метров парусов. И я выпускаю чуть поменьше катамараны, чуть побольше. Значит, ну вот это самая ходовая вот такая вот модель для семейного плавания. И они уже сегодня настолько вот хорошо отработаны, что уже просто никого ничего не ломается. Ну, кроме как по глупости. Значит, это безусловно. Здесь никак не... Как в автомобиле, если ты колесо не прикрутишь, оно отвалится. Если мачту не прикрутить, она тоже может отвалиться. Вот, поэтому сегодня я свою энергию жизненную вот всю трачу на то, чтобы максимально привлечь людей к парусу, показать им возможности путешествия не на яхтах жесткокорпусной, которая может отойти только от причала и причалится только к причалу. Значит, вот. А вот наши катамараны, они могут отойти от любого берега и подойти к любому берегу. И путешествия по внутренним акваториям на них просто прекрасны. Потому что можно залезть в такие вещи, куда никакая яхта, никакая там моторная лодка толком не могут дойти. У них бензина не хватит, у яхты осадка большая. Вот. А это в полной тишине, красоте путешествия. Ну и ценовая политика здесь тоже такая. Значит, что на сегодня цена, в общем-то, этого катамарана, она вполне доступна для тех, кто вообще планирует что-то покупать, значит, то понятное дело, что сравнивая даже какую-то яхту, какую-то моторную, маломальскую, она в тренде стоит более низких цен. А по своим возможностям я считаю, что она намного выше. Это вот очень интересное направление, я его культивирую. И надо сказать, что сотни людей, которые купили у меня эти катамараны, это сотни семей, они путешествуют с детьми, путешествуют именно с семьей. Это вот, я считаю, это вообще институт укрепления семьи, потому что есть общая история между мужем, женой и детьми. У нас сегодня, к сожалению, отвлекусь, но муж работает на одной работе, жена работает на другой работе, значит, дети вообще ходят в школу или сидят вот там онлайне, и вообще никому ничего не надо. Потом оказывается, что семьи разрушаются, институт семьи сам по себе разрушается. А это, в общем-то, не богоугодное дело. Вот лебеди летают парами, и дельфины ходят парами. Значит, вот оно как-то более правильно. Значит, вот считаю, что наши катамараны – это институт укрепления семьи. Это великолепно. Семейные путешествия. Сколько мы видим радости, которые нам присылают свои видео, когда вот эти путешествуют с детьми. Это радости и родителей, и детей. А еще путешествуют и старшее поколение, получается, бабушки и дедушки одновременно. Потому что бабушки и дедушки сегодня, вот как я, они живы, здоровы, при полной памяти, значит,
и также хотят путешествовать. И плюс вот их дети, плюс внуки. Вот. И они уже покупают катамараны, там целыми эскадрами ходят. У меня есть определенная там семья, у которых уже 4 катамарана. И они ходят вообще просто уже и внуков, и правнуков, и дедушки, и бабушки. Вот начинали дедушки. А сегодня ходят все. Значит, и это вот очень прекрасно. И я радуюсь своей работе, радуюсь тому, что мне это удается. Мы делаем хорошее дело. И очень приятно, что вот наша работа, она видна, осязаема, и она получает вот отзыв мой от того, кому мы ее делаем. Это доставляет мне вот определенную радость и удовольствие в моем труде. Ну вот для примера, вот это судно, оно имеет полезную нагрузку, я его декларирую, порядка 500 килограмм. Значит, ну, соответственно, если 4 человека, то плюс еще там 200 килограмм какого-то скарба, снаряжения. Ну, это судно легко все это берет на борт, и с ним можно пройти, значит, вот при такой нагрузке, там, ну, Белое море путешествия, это вот основные акватории, собственно, Белое море, Ладога, вот, Онега. Значит, ну, конечно же, путешествует Японское море, сейчас достаточно активно стали путешествовать. Охотское море весьма осваивается туристами в настоящее время. Камчатка. Вот эти все акватории, в общем-то, ходят на вот таких вот судах. И это самое, в общем-то, это хорошо, нормально совершенно. Она выдерживает такие нагрузки. Вообще более подробно вы всегда можете узнать на моем сайте kulik.ru о моих катамаранах. И что-то, если заинтересуетесь в этих путешествиях, мы с радостью вам ответим на ваши письма, на ваши запросы и подскажем, что и как. К сожалению, у Анатолия Павловича не так много было времени, поэтому быстренько сняли интервью, попрощались. Единственное, что хотел сказать, это его дом, это не производство. Производство у них большой цех в Новосибирске, в Питере здесь. Я-то думал, что я на производство еду. А на производство, ну, там не попасть, поэтому я кадры с производства возьму с их канала на ютубе, ссылку я тоже оставлю, ну, все ссылки. На самом деле очень, мне понравилось, что вот он, ну, живет этим, и вот когда вот они еще 89-й год это все начали, да, то есть он сам путешествовал много, кругосветка, то есть это вот такой стиль жизни, я его прекрасно понимаю, вот я сейчас тоже к этому стремлюсь, чтобы вот так вот дальше. И сейчас, получается, он продолжает вот развиваться, то есть это дело, которое, вот он говорит, там, отзывы, у нас есть целые группы там семей, которые там, ну, дают обратную связь. Он не просто так, он сказал про семейные ценности, укрепление семьи. Потому что, говорит, так приятно слушать, как вот обратную связь от людей, которые, ну, вот, купили, съездили и получили огромное удовольствие и искренне там благодарят. То есть он говорит, вот это помогает прям вот жить и делать дальше. Это очень круто. Очень, ну, вообще здорово, когда есть дело жизни, в которое ты вкладываешься с огромным удовольствием, и тебе никаких сил не жалко ради этого. Вот как и у меня сейчас. Но я буду готовиться к экспедиции. Осталось мне... Сегодня 4 число, я перепутал. 4, мне уже 5, 6, я вот 7 хочу выехать. А сейчас мне ехать в Питер, и там в Питере еще куча всего. В общем, давайте, скоро увидимся. Всем пока.